Мы продолжаем серию небольших видеорассказов о древнейших обитателях территории, которую мы сегодня называем Мордовия. И сегодня речь пойдет о древних морских рептилиях – ихтиозаврах. Самые ранние представители отряда ихтиозавры, или ихтиозаврия, в палеонтологической летописи известны из Нижнего Триаса, порядка 250 миллионов лет назад. Своего биологического расцвета данная группа морских рептилий достигла в юрском периоде. Но уже к началу позднего мела, около 90 миллионов лет назад, ихтиозавры полностью исчезают. Будучи вторичноводными рептилиями, ихтиозавры в совершенстве освоили морскую среду. Настолько, что внешне они стали похожи на рыб. Собственно, название ихтиозавр, что дословно с греческого можно перевести как рыбоящер, удачно отражает строение и образ жизни этих животных. Обтекаемая форма тела, гладкая поверхность, конечности в виде ласт, которые использовались только для поддержания равновесия и контроля направлений движения в толще воды – все как у рыб. Также у ихтиозавров со временем сформировались спинной и хвостовой плавники, причем хвостовой, являясь основным движителем, имел две вертикальные лопасти, нижняя из которых поддерживалась позвоночным столбом. Даже скелет претерпел ряд существенных изменений. Их позвоночник состоял из множества двояко вогнутых позвонков, очень похожих на рыбьи. Конечности вместо пятипалой трансформировались во многопалую с увеличенным числом фаланг, а соединения костей ослаблены с большим количеством хряща на суставных поверхностях. Все это придавало дополнительную гибкость телу ихтиозаврам. Однако, несмотря на внешнюю схожесть с рыбами, ихтиозавры все же были рептилиями и дышали атмосферным воздухом. Им было просто жизненно необходимо время от времени подниматься на поверхность за новой порцией свежего воздуха. Кроме того, самки рептилий преимущественно откладывают яйца, но водная среда для яйца губительна, а ихтиозавры так основательно приспособились к жизни в морской среде, что уже были не способны выбираться на сушу. И в процессе эволюции они освоили живорождение, о чем свидетельствуют многочисленные остатки погибших самок ихтиозавров вместе с неродившимися детенышами. Ихтиозавры были отличными пловцами, приспособленные для движений с высокой скоростью, а некоторые были способны погружаться на большие глубины. В длину в основном достигали 2-4 метра, однако были и гигантские формы, размером около 20 метров. По образу жизни ихтиозавры были хищниками, питаясь преимущественно головоногими моллюсками и рыбой. Известны также некоторые крупные виды, которые могли охотиться даже на других рептилий. Свою добычу ихтиозавры определяли с помощью зрения. Об этом говорят крупные глаза, которые были снабжены дополнительной внутренней защитой – склеральным кольцом, состоящих из отдельных костяных пластин. А специализированные ямки и бороздки на костях черепа свидетельствуют о наличии дополнительных рецепторов обнаружения плавающей цели. Для науки ихтиозавры стали известны в начале XIX века, когда в 1811 году в окрестностях английского города Лайм-Риджес Джозефом и Мэри Эннинг был обнаружен скелет странного ископаемого существа, сочетающего в себе признаки рыб и рептилий. Лишь спустя 10 лет английские ученые Генри Томас де ла Беш и Уильям Конибер опишут необычное доисторическое животное, дав ему название ихтиозавр. В России первые научные находки остатков ихтиозавров известны с берегов Волги. Они были обнаружены в 1829 году геологом Петром Михайловичем Языковым, недалеко от города Симбирска, старое название Ульяновска. И сейчас эти места богаты на окаменелости, отдельные кости, а порой и целый скелет ихтиозавров здесь не редкость. Отсюда уже известно множество видов ихтиозавров. Самым известным, пожалуй, является позднеюрский ундрозавр городищенсис, названный в честь села Ундеры и деревни Городище Ульяновского района, в окрестностях которых и были обнаружены фрагменты скелета этого морского ящера. На территории Мордовского края первая достоверная находка остатков ихтиозавра была сделана в 20-х годах прошлого века пензенским геологом и краеведом Антоном Антоновичем Штукенбергом в окрестностях села Рыбкино Калыткинского района. И только после прошествия 75 лет стали появляться новые свидетельства обитания здесь в доисторическом прошлом этих морских рептилий. Отдельные кости и фрагменты скелета ихтиозавров были обнаружены в морских отложениях Юры и Мела и Чалковского, Лямберского, Краслободского и Чамзинского районов республики.
Уникальные анатомические особенности ихтиозавров позволили им заселить все моря и океаны планеты и господствовать в течение почти всей мезозойской эры. Пережив одно из крупных вымираний на границе Триасового и Юрского периода, около 200 миллионов лет назад, ихтиозавры стали самой преуспевающей группой морских рептилий. Однако в меловом периоде количество их видового разнообразия стало сокращаться. И случившийся очередной экологический кризис в начале позднего мела, около 90 миллионов лет назад, привел в итоге к полному вымиранию этих удивительных морских рептилий. Ихтиозавры навсегда уступили свое главенство в мезозойских морях. Их место заняли акулы и другие морские рептилии, о которых речь пойдет в следующих наших роликах. Узнать больше об этих и других древнейших обитателях Мордовского края вы можете в зале природы Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Петровича Воронова. Приходите и окунитесь в исторический мир прошлого. Спасибо за внимание и до скорых встреч!